Вы уже знаете, что свет, падая на границу раздела двух сред, частично проходит во вторую среду и распространяется в ней. Рассмотрим это явление подробнее. Возьмем стакан с водой и опустим в него карандаш так, чтобы он был расположен вертикально. Будем менять угол его наклона. Заметим, что на границе воды и воздуха карандаш кажется преломленным. Это объясняется тем, что световой пучок при переходе из одной среды в другую изменяет направление распространения. Изменение направления распространения света при переходе из одной среды в другую называется преломлением света. Сделаем чертеж и введем обозначение. На рисунке показаны АО – падающий луч, ОБ – преломленный луч, СД – перпендикуляр к границе раздела двух сред, угол АОЦ – угол падения альфа, угол ДОБ – угол преломления гамма. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления – величина постоянная для двух сред. Явление полного внутреннего отражения имеет широкое применение. Оно, в частности, используется в призмах, с помощью которых можно изменять направление световых лучей. Пусть луч света падает на грань стеклянной призмы перпендикулярно этой грани. В основании этой призмы лежит равнобедренный прямоугольный треугольник. Такой же треугольник лежит в любом другом сечении, плоскость которого параллельна основанию призмы. Луч света войдет в призму не преломляясь, поскольку он перпендикулярен грани АПЕД, то есть угол альфа равен 90 градусов. На грань БСФЕ луч падает под углом альфа равным 45 градусов, который больше предельного угла полного внутреннего отражения. Поэтому луч отразится от грани BCFE под углом бета равным 45 градусов и выйдет из призмы через грань ACFD. Таким образом, призма изменила направление луча на 90 градусов. Она поворачивает лучи. Такая призма используется в перископах. Призма, сечение которой изображено на этом рисунке, оборачивает лучи, то есть меняет их местами. Угол при вершине призмы равен 90 градусов. Пусть горизонтальные лучи 1 и 2 падают на грань АБ. Угол падения равен 45 градусов. Поскольку лучи переходят из воздуха в стекло, то, соответственно, угол преломления меньше 45 градусов. Соответственно, угол падения лучей на грань BC внутри призмы больше 45 градусов, то есть больше предельного угла полного внутреннего отражения. Поэтому лучи преломляться не будут, а отразившись от грани BC, попадут на грань AC. Угол падения лучей на грань AC меньше предельного угла полного внутреннего отражения, поэтому лучи преломятся и выйдут из призмы. При этом они будут параллельны лучам, падающим на призму. На рисунке хорошо видно, что при выходе из призмы лучи 1 и 2 меняются местами. Верхним лучом становится луч 1, который был нижним, а луч 2 становится нижним. Такие призмы используют в оптических приборах, например, в биноклях.